Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Efirde programı Lafidel'in Büyükaylı'nın bugün bizde yine formatın dışında olacak programımız. Çünkü bizim misafirimiz Lafide Rus dilinde. Onun için biz bugün programımızı götüreceğiz Rus dilinde. Siz affediniz ama teklif ederim. Buyurun bakınız bizim bu bugün pek meraklı programımızı. Дорогие телезрители, сегодня у нас в студии Виктория Федотова. Она из Кирсова. Дизайнер украшений. Я думаю, что сегодня все женщины в основном, да, и может даже и мужчины, которые любят украшения, любят какие-то нарядные, изысканные вещи дизайнерские, будут получать массу удовольствия от нашей программы, потому что сегодня мы будем говорить не просто об украшениях, а об украшениях из натуральных камней. Это отдельная тема, особое искусство, которое заряжено не просто энергией, а особой энергией, потому что у каждого камня есть своя энергетика. Виктория, вы специалист по камням, и многие из нашей автономии уже вас знают лично, знакомы с вами, переписываются с вами. Какие-то, может быть, заказы делают у вас именно какие-то специфичные элементы. Вообще, как появилось это увлечение? Когда началось у вас это увлечение камнями, а может быть, какими-то украшениями ручной работы? Здравствуйте, Алла, очень рада находиться здесь в вашей студии. Украшения. Каждая девочка, да, изначально открывая мамины сундучки, доставая ее бусики, украшения, примеряет на себя, мечтает вырасти и быть такой же красивой, как мама, быть похожей на нее. В нашей семье тоже были такие сундучки, и были свои семейные реликвии из натуральных камней, бусики, какие-то подвесочки. То есть камни были всегда в нашей жизни. Я тоже мечтала, что я вырасту, я буду их носить. Со временем, когда появилась возможность уже самой приобретать браслеты, колье, жемчужное ожерелье, естественно, появился интерес. А что это за камень? Какие у него свойства? А подходит ли он мне? А зачем он вообще нужен? И, собственно говоря, начиная с 2018 года, я не специалист, я еще учусь, появилось вот это вот увлечение изготовления украшений, браслеты, колье, какие-то необычные вещи из натуральных камней. Не только для себя, но и в подарок. Вы начали свой путь в этой деятельности с каких-то изделий из бисера, да, насколько мне известно. Какие именно предметы вы начали изготавливать? То есть, опять же, изначально это были какие-то простые браслеты, серьги, колье. Потом это более сложные работы, например, там, гирданы, гайтаны, галстуки, воротнички из бисера. Ну и решила попробовать, а почему не добавить элементы натуральных камней, то есть комбинировать и бисер, и натуральные камни. Получилось, мне понравилось. И каждая новая работа, это был новый такой маленький шедевр, на мой взгляд, который я с удовольствием привозила в подарок, сама носила. Со временем появились заказы, хочу такой же, сделай мне. И просто из украшений бисер я перешла к украшениям из натуральных камней. Вот, Виктория, скажите, в каком возрасте вы вообще увлеклись всем этим искусством? Это был 2018 год. Это именно вот целенаправленно, когда я первый раз пошла в магазин, именно выбирать камни. И не для себя, а в подарок. Я хотела привезти маме что-то такое, чего вот у нее не было. То есть это должен был быть именно камень. И вот прям так, чтобы вот все увидели и ахнули. Вам удалось это сделать? Да, это было жемчужное колье, вот с такого жемчуга барочного, да, как правильно сказать, неровной формы. То есть это был такой шикарный подарок на мамино день рождения. И потом были браслеты специально как для педагога, камень садолит, это камень учителей, потом это были агаты, ну и так далее, и так далее. Сейчас у мамы есть целая коллекция, полная коллекция, практически всех камней, каких только можно. Я знаю, что вы по образованию историк. Помогает ли вам ваша специальность в изучении этих камней? Конечно. Изначально вместе, скажем так, испокон веков, вместе наряду с медициной,
нетрадиционной медицине. Да, если мы говорим о Древнем Египте, Древней Греции, целители использовали магические камни, потому что считали и считается, что вот в каждом камне есть своя природная энергия, которая позволит излечить даже от определенных болезней. Но опять же, это не панацея. Это есть такое, это сила камней, которую нужно почувствовать, нужно узнать. Есть множество легенд о всяких разных камнях. То есть у каждого камня есть своя легенда, у каждого камня есть интересная история. Мне всем нравится рассказывать эти истории, и я вижу, как раскрываются глаза, удивление. И в этот момент у вас появляется этот историк, Да. Да, учитель истории, который с удовольствием рассказывает, передает Конечно, информацию людям. И эти удивленные глаза, эти эмоции, это, по-моему, это самое главное, что может быть. Виктория, скажите, вот как надо правильно выбирать камни? Наверное, все-таки, говорят, вот, насколько я знаю, говорят, что не каждый камень каждому человеку подойдет, да? Как человек может определить, что это его камень? По знаку зодиака или по цвету любимому, или вот по какому признаку я могу понять, что этот камень мой? Я всегда говорю так: не вы выбираете камень, а камень должен выбрать вас. Вот вы посмотрели, подошли, сказать: так, вот оно мое, мне его нравится, вы берете его в руки, вы чувствуете его энергетику. Да, это один из самых главных принципов, который я рекомендую выбирать камни. Да, вы можете прочитать 1000 разных гороскопов, вы можете поверить 1000 астрологов, которые скажут, что вот ваш камень это, вот он, ваш камень. Но вы берете в руки, но вы чувствуете, нету отдачи, вообще никакой отдачи. Тогда лучше этот камень положить на место, чтобы он не причинил вред. Камни как вообще выбираются? У каждого камешка свои свойства, правильно? Либо это защитник, либо это помощник. Амулет или талисман. Если вы хотите амулет, то есть защитник, чтобы вас защитили от дурного глаза, от негативной энергии, тогда это амулетов вы выбираете. Если вы хотите, чтобы ваши начинания, ваши силы, ваши старания увенчались успехом, тогда вы выбираете себе талисманчик. Вот по такому принципу нужно подходить к выбору камня. И обязательно нужно почувствовать эту энергию, нужно поверить в эту энергию. А может ли камень принести вред? Если да, то в каком случае? Когда камень тебя не выбрал? Это может проявляться следующим образом. Вы чувствуете чересчур много энергии в себе, вы чувствуете чересчур агрессивное свое состояние. Это значит, что энергия камня слишком для вас. Тот же самый гематит. Безумно красивый камень. Камень силы и энергии как раз-таки. Он подходит не всем. Он очень доступен, он безумно красивый. Он подходит не всем. И вот можно почувствовать, что переполняет вас. Негатив переполняет вас, вот эти эмоции. Тогда лучше этот камень положить, подходить к нему, постепенно приручать его, или же почистить его и после этого начать принимать. Что значит почистить? Как можно чистить камни? И вообще, как часто надо это делать? Как говорят, это нужно, чтобы человек отдал всю свою негативную энергию, ему нужно походить босиком по сырой земле, правильно? Что земля заберет из себя, из человека заберет вот это весь негатив. То же самое и с камнями. Я рекомендую, многие специалисты рекомендуют очищать натуральные камни землей. Кто-то это делает при помощи дыма, ароматизированных палочек, кто-то при помощи соли, кто-то при помощи лунной энергии. Самый грамотный способ, это все-таки и доступный способ, это очищение землей. Вот вы взяли браслетики, свои камешки, колечки, положили их в землю на ночь, в землю, на землю. И вот в течение ночи, вот этих 12 часов, весь негатив из камней должен уйти в эту землю. Утром сполоснули, одели, приговаривая, да, будь моим талисманчиком, будь моим защитником. И идете и чувствуете себя полной энергии. Есть камень, соль, минерал, да, соль, селенит. Селенит — это единственный камень, который очищает сам себя. Вот это его особенность. И из селенита делают селенитовые чаши. Это специальные чаши для очищения камней. Но стоимость таких чаш, она достаточно дорогая. Да, кусачая. Поэтому самый доступный способ все-таки очищения – это просто землей. Ну, и, наверное, такой вопрос, который бы задал каждый, тот, кто смотрит нашу программу.
как понять, что это натуральный камень? И вообще, что такое натуральный камень, да, и чем он отличается от искусственного? Ну, натуральный камень, смотрите, это камень, созданный природой. Что такое искусственный камень? Это камень, выращенный в лабораторных условиях. Да? На сегодняшний день достаточно много подделок, но подделки качественные, подделки красивые. Камни, с которыми работаю я, это камни, доступные каждому. То есть это не бриллианты, это не алмазы, это камни, которые может приобрести каждый. Ну вот смотрите, есть достаточно известный камень султанит, камень султанов, султанш, который добывается только в Турции. Он меняет свой цвет, он переливается в зависимости от освещения от нежного желто-зеленого до рубинового красного цвета. Султанит, который я держу в руках, это искусственный султанит, синтетический. По своему химическому составу, по своим свойствам он идентичен оригиналу. Разница заключается лишь в том, что оригинал, он никогда не будет переливаться настолько ярко, настолько красочно. Оригинальный султанит, цена его в разы, даже в 1000 раз дороже, чем синтетического. Но с синтетическим можно работать, а с оригинальным он очень хрупкий. Вот вся разница. Термально обработанный тот же кварц или топаз, он получает миллион переливов, миллион оттенков. От этого он не перестает быть камнем, он не теряет своих способностей, он не теряет своих свойств, он точно так же будет вашим талисманом. Разница лишь в том, что вы к его созданию приложили руку профессионалу, гемологи. Например, вот здесь я вижу зеленые такие красивые ожерелья, так скажем, да, бусы и браслет. Они вроде одинаковые, но в то же время они отличаются. Разница большая, да. Смотрите, вот это малахит натуральный. Это малахит, индийский малахит, камень внутренней гармонии, камень, помогающий заживить внутренние раны, принести спокойствие важно. Малахит, да, известный малахит, известный малахит, да, и достаточно сильный камень. Это сильный камень, его можно даже взяв в руку, вы можете почувствовать эту энергию. С правой стороны я держу натуральный малахит. В левой руке я держу бусы, которые сделаны из малахитовой крошки. Малахитовая крошка, оставшаяся после огранки натурального малахита, она прессуется, ей придается форма. Естественно, добавляется немножко пластика, добавляются другие элементы. Чисто внешне они похожи, но по своим свойствам они вот уже будут чуть-чуть отличаться. Если вы хотите действительно сильный камень, вот. Если вы хотите красивое украшение, то тогда, пожалуйста. Соответственно, ценовая политика будет отличаться. Или же бирюза. Вот она, прессованная бирюза. Мы все знаем, что бирюза вот выглядит именно так. Настоящая бирюза. Она, во-первых, она потяжелее. Во-вторых, она подороже. Потому что натуральной бирюзы в природе уже практически не осталось. И вот на мне кулон из натуральной бирюзы. То есть, опять же, разница в цвете, она есть. Угу. А что вы можете сказать по поводу жемчуга? Потому что я знаю, что есть натуральный жемчуг, а есть искусственный. Насколько они отличаются своими свойствами, насколько искусственный менее ценный, чем натуральный? Что мы подразумеваем, когда говорим искусственный жемчуг? Это искусственно выращенный, да, то есть выращенный не человеком, выращенный тем же самым моллюском в точно такой же раковине. Но как образуется жемчуг? В раковину к моллюску попадает песчинка, которая в себя обрастает кальцием, соответственно, получаются красивые жемчужины. Это природный натуральный жемчуг. Такая жемчужина в раковине может образоваться только одна жемчужина. Если мы говорим о синтетическом жемчуге, искусственно выращенном жемчуге, в раковину моллюску подсаживается несколько песчинок. Соответственно, мы можем из одной раковины достать до 10 жемчужин. Соответственно, в цене, опять же, она будет отличаться. Это точно такой же жемчуг. Он состоит из точно таких же химический состав точно такой же. Но разница одна. Природа. Природа, второе, природа плюс человек. Но от этого он точно такой же жемчуг. Основное действие жемчуга, какая характеристика у него, для кого подходит этот камень? Жемчуг – это классика. Жемчуг подходит всем. Жемчуг, он положительно влияет на кости.
Жемчуг забирает все, так же, как и перламутр, он забирает на себя всю лишнюю энергию, скопившуюся в организме человека. Но в первую очередь это камня, укрепление духа внутреннего. Вот это свойство жемчуга. Какие камни, допустим, рекомендуется носить для привлечения, к примеру, денег, да, какого-то там богатства? Это сейчас вопрос, наверное, у каждого. Какие камни взять, чтобы было больше денег? Есть 3 волшебных камня. Волшебные. Первый камень – это тигриный глаз. Второй камень – это цитрин. И третий камешек – это пирит. Вот он такой вот красивый пиритик. Все 3 камня работают на привлечение денег. Но это не значит, что вы проснулись рано утром и вы сразу стали миллионером. Это не значит, что у вас будут нескончаемые запасы финансов. Эти камешки, помимо того, что они привлекают финансы, они привлекают еще удачу, благополучие. Без денег вы не останетесь. Но если, допустим, цитрин нужно носить, нужно с ним разговаривать, нужно ему напоминать, что, дорогой, давай работай, мне нужен заработок, то особенность пирита, помимо того, что он положительно влияет на память, его нужно положить в кошелек и вообще о нем забыть. Это очень сильный камень. Это действительно, его энергию можно даже почувствовать, взяв в руку. Вот эти 3 камня, если вы хотите финансового благополучия, носите эти 3 камешка. Ну вот я вижу, вот вы сказали, глаз, тигриный глаз, да? Да. У них совершенно разные формы. Это что-то о чем-то говорит или это просто дизайнерский изыск? Здесь представлены, помимо того, что 3 разные формы, здесь еще разное качество камней. Вот как есть проба на серебре, на золоте, у камней тоже есть более дорогостоящий, более высокое качество самого камня и чуть попроще. Вот здесь 2 вида таких камней. Одни чуть попроще, другие чуть подороже. Это один и тот же камень. У него один и тот же химический состав. У него одна и та же, те же свойства. Защита от сглаза, привлечение удачи, привлечение благополучия. Но плюс еще идет разная огранка. Кто-то любит что-то совсем тоненькое, нежненькое, кому-то нравятся большие объемные украшения. И я вот хотела показать вам, что есть разные варианты того, что можно сделать, как может выглядеть браслет из тигриного глаза. А вот какие камни подходят больше для женщин, для усиления женской энергии, для вот именно успокоения внутреннего состояния, для гармонии души? Лунный камень – это раз. Один из самых сильных камней именно женской энергетики. Помимо того, что он принесет вам спокойствие, лунный камень принесет вам спокойный сон. Принесет вам, откроет в вас вот это вот умение предчувствовать, да, предвидеть, даже еще в древнем... Интуицию развивает. Да, в древнем Вавилоне те, кто занимался пророчеством, сложили себе под язык кусок лунного камня. Это первый. Второй камешек – амазонит. Легко запомнить амазонки, амазонит. Ну, немножко амазонки не имеют к нему никакого отношения, но это именно камень женщин. Камень нежности, камень заботы, камень домашнего очага. Вот эти 2 камня я рекомендую именно для девочек, для женщин. Розовый кварц, камень любви, камень дружбы, камень отношений. Отношений в семье в том числе. Очень нежный, очень красивый камень. Горный хрусталь, да, кварц или хрусталь. В любом его виде, опять же, это камешки, которые забирают на себя весь негатив, оставляют своему хозяину положительные эмоции, положительные чувства. Тоже очень интересный камень. А мужской камень, какой из них? Есть ли какие-то камни, которые желательно носить мужчине? Конечно. Опять же, тигриный глаз – это 100%, это больше мужской камень. Он сильный. Гематит, по легенде, в Древней Спарте в латы воинам вшивали куски гематита для придачи силы, мужества, уверенности. Это тоже мужской вариант. А обсидиан. Ну, у меня есть только такой вот обсидианчик, пятнистый, но обсидиан – это тоже мужской камень. «Игры престолов» смотрели? Да. Вот. Тот самый обсидиановое стекло, которое могло остановить всех.
Обсидиан — это тоже мужской камень, причем он бывает золотой, он бывает серый. Это мощный защитник, именно мощный защитник, именно мужской энергии. Еще я знаю, что есть камни, которые желательно носить деткам. Да? Какие камни вы бы порекомендовали своим деткам, вот, чтобы мамы покупали? Да? Может быть, браслетики, может быть, бусы. Смотрите, я могу порекомендовать только янтарь для деток. Только янтарь. Объясняю почему. Янтарь считается одним из самых сильных защитников. Вообще самый сильный защитник от сглаза, от негатива. Плюс у него огромная польза для здоровья. В самих камнях много энергии. И иногда эта энергия камней, вот именно для деток, ее может быть слишком. Янтарь — это смола, окаменевшая смола, правильно? И, соответственно, ее пользы для деток, когда режутся зубки, когда крутит животик, вплоть до подросткового периода, я рекомендую, и не только я, многие специалисты, многие литотерапевты рекомендуют носить только янтарь. Вот не могу не спросить про цвет камней. Я вижу, что у янтаря тоже есть разные оттенки, Да. но я знаю, что еще и у других камней тоже имеются разные оттенки. Допустим, у яшмы, да, она может быть и белая, может быть и другого вот, сиреневого цвета, более сероватый. Они отличаются по свойствам или все-таки тоже здесь определить по любимому цвету, который тебе подойдет? Это чисто эстетическое, конечно, кому как нравится. Естественно, да, если мы говорим про тот же агат, у которого больше 150 разновидностей и расцветок, да, то есть если мы говорим про агат, его очень много. Кому-то нравится голубой цвет, кому-то сиреневый, кому-то желтый агат нравится. Считается, что, естественно, у каждого цвета еще есть дополнительные свои свойства. Но самое главное свойство агата – это защита. Защита от сглаза, защита от стресса. Вот это такой очень мощный защитник. Даже в исламской культуре считается, что у пророка Мухаммеда был браслет из красного агата. Если мы говорим про яшму, у нее тоже очень много разновидностей. Свойство самое главное одно – творчество, помогает развить творческие процессы, и плюс это очень положительный эффект на здоровье. Яшма положительно влияет и на печень, и на кровь, и на все. То есть цвет – это все-таки больше, я считаю, это мое мнение. Оно может не совпадать. Цвет – это все-таки эстетический вкус самого заказчика. А вот скажите, у вас среди украшений имеются также медные украшения, да? Хотя это не камень, да? Но вы все равно придерживаетесь того, что это тоже какой-то имеет свой смысл, да, в меди, да? Почему хорошо носить медные украшения? Медь – это один из самых лучших проводников, во-первых. Во-вторых, медь положительно влияет на суставы. Почему на запястье? Да? Браслеты, медные браслеты – это положительное влияние на суставы, на кости. Сейчас очень популярны среди людей, занимающихся медитацией, допустим, кристалл, состоящий из 7 различных камней, то есть там 7 чакр, и плюс это все связано обязательно медной проволочкой, чтобы энергия этих камней лучше передавалась, лучше проводилась к основным точкам, к основным чакрам. Я считаю, что медь – это не только красиво, это очень красиво. Медные браслеты – это шикарно. Медь – это в первую очередь влияние на здоровье. Давайте подходить все-таки с этой точки зрения. Еще одной линией, так скажем, вашей деятельности, кроме того, что наши люди тоже очень любят натуральные камни, они в последние годы начали увлекаться какими-то национальными элементами, да, которые вы очень красиво, очень бережно вставляете в свои ручные изделия под названием гердан. Да? Давайте мы чуть ближе познакомим наших зрителей с таким вот украшением, как гердан. Что это такое? Когда его носить? Как его носить? Смотрите, гердан в современном понимании, гердан – это украшение на шее, да? То есть это присутствовали такие элементы и в славянской культуре, и в тюркской культуре, скажем так, большие массивные украшения. А если мы говорим именно про национальный, в данный момент про болгар, про гагаузов, гердан имела немножко значение другое, если перевести. Я делаю свои работы
если они делаются на заказ с национальными элементами, для украшения каких-то национальных костюмов, для просто внести вот эту вот частичку необычную вот эту вот идентичность культуры нашей. Можете поближе показать Конечно. нашим зрителям, чтобы они видели, что такое Например, гердан? да, наше вот такое украшение на шею, которое можно и на рубашку, и на платье, и оно очень, очень эффектно смотрится, мне кажется. Да. По крайней мере, такого точно ни у кого не будет. Это можно носить и с платьями, я так думаю, да, и с брючным каким-то нарядом, да? Конечно. Это Ну, желательно, чтобы был один цвет снизу, чтобы не было много цвета, да? в зависимости от того, какой будет непосредственно сам узор или сам гердан. Я их делаю абсолютно разные формы, абсолютно разные длины, то есть они есть круговые. Вот это даже не гердан, это гайтан, потому что это как медальон подвешенный, да, вот называется гайтан. Герданы бывают абсолютно разные, угловые, круговые и так далее. Очень много моделей. Я делаю на заказ абсолютно любые мотивы, вставляю в сами рисунки. Что-то рисуется самостоятельно. У меня были работы, которые вырисовывались с национальных гагаузских ковров. У меня были рисунки, которые вырисовывались с вышивок, с рубашек, болгарских, гагаузских, молдавских рубашек. У меня были такие работы. Было что-то более современное, абстрактное. Причем многие вещи я даже не успеваю сфотографировать. Я их делаю, у меня их сразу вот просто они улетают. Вы сказали, что у камней есть свои легенды, да? И какая ваша самая любимая легенда? Вот какого камня легенда, какого камня самая любимая, самая интересная для вас, на ваш взгляд? Я безумно люблю аметист. Аметист — это, опять же, камень, защитник от всего негатива, от стресса, да. Аметист — это камень любви одновременно, плюс это очень мощный защитник от вредных привычек, в том числе и от алкогольной зависимости. Есть древняя греческая легенда о том, что нимфа аметиста была безумно красивой, и бог вина Дионис влюбился в нее да так, что не давал ей прохода. И нимфа не выдержала, попросила Зевса, чтобы он превратил ее в камень. Настолько она устала от ухаживания Дионисом. Зевс выполнил ее просьбу, а Дионис, разозлившись, когда увидел его в образе статуи, начал обливать эту статую вином. И поэтому у камня вот такой вот сиреневатый оттенок. Вот считается, что аметист, он защищает от Диониса, от бога вина. Это одна из самых любимых мною легенд. Есть очень красивое поверье также про аквамарин, да, аквамари, цвет воды. Вот как море, морская вода смывает усталость, смывает тяжесть, приносит новые эмоции. Также и аквамарин помогает начать новую жизнь, забыть какие-то проблемы. В Древнем Риме аквамарин дарили на свадьбу молодоженам, как символ новой счастливой жизни. Моряки брали аквамарин с собой для предсказания погодных условий. То есть если аквамарин меняет свой цвет, значит будет меняться погода, значит будет меняться жизнь. Безумно красивая легенда есть про бирюзу. Что считалось, что древние ацтеки украшали бирюзой свои щиты для придачи крепости своим костям. Бирюза, это одно из главных ее свойств, она очень положительно влияет на кости. И также это символ благополучия. Да, очень интересные легенды. Племя майя считало, что хризолит способен избавить от любых страхов, особенно от страхов ночи и темноты. Поэтому вешали хризолит деткам на кроватку, чтобы они ничего не боялись. У каждого камня есть И своя история. Конечно, у каждого камня. Ну, а бывает такое, что вот эти истории, они придуманы маркетингом, и, наверное, не столько они ценны по факту, сколько из них сделали ценный камень. Есть и такие у нас виды камней. Смотрите, начнем с бриллианта. Да, по сути дела, бриллиант — это точно так же прошедший обработку, огранку алмаз. Это, по сути дела, тоже синтетический камень. Но вот считается, что бриллиант должен быть обязательно
один в каком-либо украшении, потому что вот он такой капризный, и вот он не будет работать в паре с другими. В паре с другими, даже элементарно с цирконием, да. Это первый коммерческий ход. Есть достаточно известный камень танзанит, известный своей дороговизной. Танзанит очень красивый камень. Все мы смотрели «Титаник» и помним это синее красивое сердце. Но изначально камень был найден в 50-х годах 20 века. То есть его не так уж и много, по сути дела. Танзанит, Танзания, в Танзании был найден. Компания Tiffany, всемирно известная ювелирная компания, изготовила колье, которое стало вот прямо вот символом богатства, успеха. И каждый уважающий себя богач, да, считал нужным приобрести танзанит. Со временем эта мода прошла, и танзанит выплыл опять вместе с Титаником. Вот это красивое северное сердце. На сегодняшний день танзанита в мире практически не осталось. Но вот этот маркетинговый ход, он до сих пор есть. Смотрите, еще есть, вот опять же, можно много говорить о том, что вот каждый камень, вот вы купите этот камень, и сразу исполнятся все ваши мечты. В это надо верить. Если вы откроете Google, тот же, про один и тот же камень, вы можете найти очень много информации, слишком много информации. Кому верить? Мне это подходит, мне это не подходит. Поэтому я и рекомендую все-таки, прежде чем довериться специалистам из интернета, доверьте своим ощущениям, своим чувствам, своей интуиции. Подержите камешек в руках и почувствуйте его энергию. Спасибо, Виктория. Было просто, не знаю, мега интересно. Я думаю, что сегодня наши зрители, наверное, на шаг выше стали в сфере камней, да, и каменных украшений. Теперь они точно знают, какие камни им подходят, да, и к кому обращаться, как минимум. Да. Ну, у нас программа подходит к концу. У нас есть такой обычай. В конце каждой программы мы своим гостям задаем одинаковые вопросы из списка известного французского писателя Марселя Пруста. Поэтому вас также приглашаю обязательно сейчас ответить на эти вопросы. Вы о них не знали заранее. Нет. Поэтому долго не думайте, отвечайте то, что приходит первое на ум. Мне нужно выбрать талисман? Нет, ничего не надо. Ну, если вам будет проще на них ответить, то пожалуйста, конечно. Что больше всего вы цените в людях? Честность. Что никогда вы не сможете простить? Все прощаю. Ваша любимая еда и напиток? Я все люблю. Но еда, приготовленная мамой, любая, а напиток – томатный сок. Что, по-вашему, счастье? Мамины руки. И что или кто для вас Бог? Бог в классическом его понимании. Вот Всевышняя сила какая-то, которая предотвращает, помогает, знает все наперед и оберегает. Не судьба, а именно вот понимание Бога, как каждый его понимает. Спасибо, Виктория, что сегодня было очень интересно. Спасибо, что пришли. Научили нас разбираться в камнях. Теперь мы уже будем точно знать, когда этот камень натуральный, когда он не совсем, да? но такой же ценный, как и натуральный. Да? А вам желаю удачи. Я думаю, что это только начало, и у вас будет еще много-много-много возможностей и поводов прийти к нам на программу, чтобы мы поговорили и о других ваших способностях, которые будут изготовлены из натуральных камней. Спасибо вам большое. Saygılı seyirciler, efirde programmadılar. Fidel'in Büyükalın'ın büyük misafirlikte bizde bulundu el yapımı boncuk ustası Kirsav'dan Viktoriya Fedotova. Просто единственным büyük bir laf etmedi ağız dilinde ama sanırım hep o kadar size pek meraklı geldi. Ne büyük Viktoriya bize anlattı. Onun için kalın bizimle hem size kalın sağlıcakla.